Нашей главной задачей является, уважаемые друзья, выработка очень продуманных, сбалансированных решений и по внесению изменений в законодательство нашей страны. Еще раз повторяюсь, и участникам рынка, чтобы все могли найти общий язык, все нашли свою нишу, уйти, если она присутствует от элементов недобросовестной конкуренции, демпинга, если это присутствует на нашем рынке. То есть мы должны понимать, что рынок, значит, расширяется, значит, туристический поток в нашу страну увеличивается, слава Богу, и мы, не передергивая, не уходя в какие-то крайности, мы должны решить те проблемы, которые происходят у нас в стране. Развитие этого рынка для нас, для нашей страны, это очень важно. Туристская деятельность и сам туризм является одним из главных источников формирования государственного бюджета, поэтому мы сегодня министра попросили прийти. Я думаю, что сегодняшний разговор получится у нас очень конструктивный, и мы обсудим те проблемы, которые у нас есть, будем искать пути решения сложившейся ситуации или имеющихся проблем. Спасибо большое всем участникам. Я хочу сказать, что сегодняшняя ситуация, она не возникла из ничего. По большому счету, здесь мы уже так предварительно обсуждали, был вопрос, есть ли у нас претензии. У нас не может быть претензий к коллегам, которые работают у нас же в этой же сфере. Есть вопросы, есть пути решения этих вопросов и проблем. И я думаю, что мы планомерно будем к этому идти. Все проблемы, я думаю, что, скорее всего, возникли из-за того, что у нас несовершенная законодательная база нормативная, она уже устарела, что нужно принимать ряд и законов, и нормативных актов для регулирования туристской деятельности на территории Республики Абхазия. У нас в Абхазском союзе туризма была проведена определенная работа эти 2 месяца, и у нас есть конкретные предложения по работе над этими актами законодательной базы и предложения по нормативной базе. Что касается непосредственно демпинга цен и той ситуации на рынке, которая сложилась, начнем с того, что ситуация по отсутствию туристов в некоторых объектах размещения – это проблема, скорее всего, не только демпинга цен, но и то, что у нас сезон действительно очень слабый и в Краснодарском крае, я у коллег спрашивала. Второе – это то, что все-таки нужно было бы подготовленным к такой ситуации. Но то, что у нас цены не соответствуют рыночной цене, то, что туроператоры действительно делают цену ниже, это очень сильно сказывается на рынке. Те участники бизнеса, которые небольшие гостевые дома, те, которые только построились недавно, отели, хорошие отели, комфортабельные, они не могут опускать цену ниже рыночной. Соответственно, продавать за 500 рублей, за 1000, за 2000 рублей они не могут продавать свои номера. Это не выгодно, это не рентабельно. Вторая часть, то, что по большому счету это сказывается еще и на имидже страны. Мы стремимся, и очень многие наши предприниматели, к тому, чтобы повысить качество отдыха, сервис и качество отелей, которые у нас находятся. Мы хотим все-таки завоевать интерес богатого клиента. И мы давно уже развиваем туризм в сторону того, чтобы люди заинтересовались Абхазией не только побережьем моря, но и всеми другими нашими достопримечательностями, нашим гостеприимством. И то, что мы действительно можем оказать услуги более высокого качества уровня. Конечно, нам нужно учиться, конечно, нам нужно развиваться. Для этого государство должно нам помогать, субсидировать. Это тоже отдельный вопрос, поддержка малого и среднего предпринимательства. Кстати, сейчас идет, по-моему, поддержка есть такая, да? У нас сейчас дают деньги на оснащение отелей. Это очень хорошо, кстати. Это очень хорошая поддержка будет подспорье, потому что очень многим отелям, мы посчитали, где-то около 70% гостевых домов, отелей малого, среднего класса необходима уже реновация, потому что они уже устарели. И их нужно переделывать полностью, помогать им это сделать, чтобы они были конкурентоспособными.
Тренды в мире меняются. Человек уже не хочет отдыхать, просто койка и все. То есть нужно расширение инфраструктуры внутри отелей. Людям нужны бассейны. Что делают наши, собственно говоря, предприниматели? Вот смотрите, приходит туроператор. Кредитов у нас нет. Мы не можем получить кредиты, ну, дешевые кредиты, по крайней мере, да, там длинные деньги. И нас кредитует кто? Нас по большому счету субсидирует туроператор. Я как ательер продаю свои номера туроператору вперед. И он траншами присылает деньги. Чтобы начать сезон, деньги закончились. Зимой мы не работаем, пока что, к сожалению. И деньги заканчиваются. К весне мне нужно запускать объект. Чтобы запустить объект, мне нужна определенная сумма денег. У меня ее нет. К сожалению, так получается. И когда туроператор приходит, он выставляет свои условия. Когда у человека нет денег, ему уже выставляют условия, на каких условиях и так далее. То есть туроператор говорит, я тебе дам там 38 миллионов, небольшая гостиница. Может быть, ты бы мог заработать 150. Но тебе дают 38, и ты вынужден с этим согласиться, потому что тебе нужно достроить бассейн, поменять номерной фонд, докупить постельное белье и так далее, очень много всего. И, конечно, ты на эти условия соглашаешься. Вот в такие условия поставлены наши предприниматели бывают очень часто. Траншами поступают деньги. То же самое со строительством. Если объекты должны достроиться, и у них не хватает денег, то туроператоры опять же дают деньги, объекты достраиваются, гасятся кредиты, и все происходит именно так. Поэтому те предприниматели, которые все-таки достроили гостиницу, они хотят получать достойные за это деньги, возвращать эти деньги и как-то вообще в конце концов на эти деньги жить. То есть операционно так устроена наша система, что мы нанимаем персонал сюда приезжает, мы берем за него какую-то ответственность, чтобы эти люди у нас оставались и не уходили. Потому что сначала персонал приезжает в Сочи, потом по остаточному явлению приезжают сюда. Нам не хватает людей. В туристической сфере нам людей не хватает порядка, наверное, процентов, раньше было где-то 70, сейчас уже порядка процентов 40-50 нам не хватает точно. И они приезжают извне. Вот. Это тоже отдельный разговор, это обучать нужно, это нужно профориентацию делать, это нужно тоже делать аналитику и статистику. И что касается сегодняшнего положения, у нас в очень плачевном положении оказался частный сектор и малые гостиницы. Когда приезжают люди в отель, и там все включено, то они уже не ходят в магазины, они не ходят в рестораны. Причем те люди, которые приезжают по низкой цене, они не платежеспособные, потому что они купили это дешево и больше никуда не ходят на самом деле. У них в пакете все есть, они приехали, прилетели, поели, поспали и уехали. То есть истощается ресурс республики, в принципе-то, да, ресурс он истощается, потому что нагрузка все равно идет на инфраструктуру и на все остальное. Но в принципе, страна не видит этих туристов. Это еще вопрос другой, изучать, кстати, нужно. А куда поступают эти деньги? Если это продано на территории Российской Федерации, то как получается, где все-таки налоги платятся за это все? Вот, это тоже отдельно. То есть здесь проблематика такая большая. Я хочу сказать, что на самом деле, ведь вот я, например, если вдруг я поехала в отель за 600 рублей, я не вернусь туда за 6 тысяч. То есть, понимаете, это для бизнеса тоже губительно. То есть вот этот эффект маркетингово-рекламный, да, надо учитывать тоже. Потому что если сделать анализ таких ситуаций, наверное, в договорах надо как-то учитывать эту историю, да, и прописывать, чтобы они не ставили цену ниже рыночной. Я с туроператором договорилась, но я учла, что у меня мой отель не будет занижен уровнем до нельзя. Потому что такая ситуация была, например, в Сочи парк отеле. Я у коллег интересовалась вообще в России, как они из этой ситуации выходят. Выходили очень тяжело и сложно, на уровне губернатора края. Мы разработали план выхода из ситуации. Обижать никого из представителей бизнеса вообще не хочется. Мы все в одной лодке, в одну сторону должны грести. Но мне хочется, чтобы нам хочется, Абхазскому союзу туризма, у нас все-таки входит в организацию более 120 организаций и физических лиц,
И мы хотели бы предложить свой план выхода. Это, конечно, работа над нормативной базой, над законопроектами. И мы привлекать хотим для этого общественность, это Общественную палату, научное сообщество обязательно, с Академией наук Абхазии мы уже разговаривали. На эту тему они тоже хотели круглый стол готовить. Мы сейчас объединяемся для того, чтобы в среду провести большое масштабное мероприятие. Например, мы с прошлого года не платили ни одного налога. То есть вопрос, с чего платить, если за лето гостиница за все лето 1 или 2 номера продали. Как это налог платить? Как платить за свет, за воду, за, там, не знаю, за все остальное? И тот, как говорится, там, необходимо, ну, у нас там установлена, значит, ставка, и эту ставку тоже платить невозможно, потому что не с чем. Кто имеет меньше номерного фонда, они не имеют возможности заключить контракт с туроператором, потому что там есть определенные свои шаблонные какие-то цензы, там или 10, или 20 номеров надо иметь, чтобы заключать такого рода 50. контракт. Ну, или 50, я, честно говоря, вот здесь есть туроператор, мы потом вопросы зададим, наверное. У меня в этом отношении складывается такое мнение, я уже о нем, в принципе, говорил, что здесь необходим в любом случае государственный подход к этой проблематике, и необходимо эту сферу деятельности начать регулировать, потому что мы столкнулись с чем-то новым для себя. Соответственно, у нас появились туроператоры, у нас появились собственники огромного номерного фонда в размещении, и поэтому то, что сегодня у нас есть в нормативной базе, надо, соответственно, актуализировать к тому, чтобы сегодня у нас те люди, которые по крупице что-то собирали, вкладывали в то, чтобы построить гостиницы, там, коттеджи, средства размещения, чтобы они имели хотя бы возможность те кредиты или те долги, или вообще как-то кто ориентировался на эту сферу деятельности, хотя бы как-то выживали в этой среде. Соответственно, мы говорили о том, что у нас необходимо принять классификатор и классификатор звездности в частности. Почему, я объясню. Потому что зачастую средств размещения может быть много, там, до 7 тысяч, кто-то говорит, это мы еще вопрос дополнительный будем задавать и говорить о нем. Просто надо понять, что это за гостиницы вообще у нас, какой звездности они, почему они стоят 500 рублей. Я считаю, что если человек огромные суммы вложил, построил комфортабельный отель, за 500 рублей он его сдать не может. И если он будет там 4 звезды, или 3, или 2, или 5, каждая звездность имеет свою ценовую какую-то определенную политику. Что нам вообще вот это вот все приносит? Потому что здесь министр по налогам у нас находится. Интересен вопрос, что в бюджет поступает от того, что сегодня происходит с простой тех, кто сегодня не имеет отдыхающих маленьких, малого предпринимательства, среднего. Бюджет тоже недополучает. Соответственно, это тоже надо как-то проанализировать и понять вообще. Цена, в общем, которая формируется во взаимоотношениях туроператора и нашего объекта средства размещения, она в целом, скажем так, в части налогообложения нигде ничего не теряется. Цены формируются в разные периоды не собственниками объектов, а туроператорами на территории Российской Федерации. Соответственно, если даже в тот или иной период времени турист приобрел путевку за 300 рублей в средствах размещения в Абхазии, это не означает, что данный объект платит налоги с этих 300 рублей. Он платит налоги с той цены, которая формируется в среднем по всему периоду, по которому заключен договор. И ниже себестоимости объект налогообложения не формируется, мы такого не наблюдали. Ни на одном объекте. Нет такого типового договора, который заключен на территории Абхазии обязательно со всеми собственниками объектов. Расскажем, допустим, про один из, да? Скажем, объект с номерным фондом 50 номеров. Заключает договор с туроператором по жесткой квоте на период, скажем, с января по декабрь, к примеру, да? Данный объект сдается
ну, за какую-то сумму, скажем, да, на 360, все правильно, на 365 дней. Эти 365 дней, когда мы не получаем вот эти 300, там получается намного больше, да. Вот, получается, что вот эти 365 дней средняя цена номера фиксируется в договоре, скажем, она равна 5000 рублей, к примеру. Выручка, с которой платятся налоги на объекте, формируется простым арифметическим способом. Скажем так, там уже независимо от месяца и от сезонности формируется цена, номер, стоимость 5000 рублей по договору, количество дней, номеров, и в месяц формируется ежемесячная сумма выручки, с которой платятся налоги, будет одинаковая. При этом туроператор реализует на турпутевке в этот объект в какой-то месяц, когда межсезонье и так далее, где-то за 300 рублей, где-то за 8 тысяч рублей, где-то за 25 тысяч рублей, в зависимости от того, как они свою ценовую политику просчитывают, в зависимости от того, с какой поток они могут освоить на тот или иной объект. Соответственно, в налогах в данной ситуации, если бы объект работал бы сам не 12 месяцев, а 3 месяца в году и имел бы определенный объем выручки и платил бы налоги по сравнению с тем, что мы сейчас имеем, да, никакой отрицательной динамики не имеет. Это то, что мы наблюдаем в своей работе. А все, что касается внутрихозяйственных взаимоотношений с туроператорами и почему так, это, я думаю, то сами представители туроператоров и собственников нам более подробно расскажут, почему. Потому что все договоры, опять же, разные. В каждом договоре с каждым собственником определенные тонкости расписываются. Мы разговаривали с собственниками. Действительно, на какой-то период времени, по-моему, это было в 2022 или 2023 году, столкнулись действительно с тем, что качество туриста немножко, допустим, теряется при совсем низких ценах. Да? Есть определенное понятие, как износ основных фондов, малоценки и так далее на объекте. По-моему, были же, да, определенные беседы, чтобы совсем до какого-то там невозможного, как вы говорили, уровня цен не спускалось. Это первое. Второе, насколько я понимаю, говоря о мелком среднем бизнесе, правильно заметили все, естественно, период, когда заполнение формируется, в тех объектах, где цена ниже, естественно, там больше загрузка бывает, правильно? Однако нужно понимать, что у нас с января по декабрь внутри года не наблюдалось никогда загрузка в средствах размещения, скажем так, ранее июня, конца, в лучшем случае мая. Основные цены, про которые мы говорим, низкие, формируются и заселяются как раз таки до июня или в конце года, когда в несвойственные для посещения Абхазии периоды привлекаются туристы. В беседе с определенными собственниками, которые рассказывали, тем самым привлекаются и приезжают и посещают нашу страну туристы, которые впервые приезжают, посещают Абхазию. Вот. То есть привлекается новая категория людей, новых туристов привлекаются. На мой взгляд, демпинг происходит не на территории Республики Абхазия между собственниками объектов и так далее, а происходит между туроператорами в Российской Федерации за турпоток в Абхазию. Мы сейчас, конечно же, можем рассуждать много на эту тему, но в Российской Федерации данной теме посвящены научные статьи о демпинге между туроператорами, турагентами за освоение, скажем так, тех или иных направлений, где глубочайший анализ всех факторов, рисков, негативных и положительных результатов этой борьбы расписываются. Я думаю, что перед тем, как принимать какие-то решения, нам всем стоило бы провести более тщательный, глубокий анализ того, как это происходило и происходит сегодня на территории Российской Федерации. Демпинг мы одним словом называем, но он бывает разных видов. Например, управляемый, вынужденный, стихийный. Их очень много видов этого демпинга. И, во-первых, нам надо правильно классифицировать, с каким именно демпингом мы имеем
дело и вообще на территории Абхазии ли он, или где, и как вообще законодатель наш в Абхазии может регулировать демпинг, который происходит между резидентами другой страны. Я сейчас буду озвучивать цифры, которые по тем отчетностям, которые действительно предоставляются в налоговую службу, в Минтуризма, официальные данные, за которыми можно объяснить, откуда эти цифры, к чему говорю. В 2021 году количество объектов средств размещения на территории Республики Абхазия было 743 объекта с количеством койко-мест 36 799 койко-мест. По итогам 2024 года 1228 объектов и 53 798 койко-мест. Я говорю о том, что на протяжении 3 лет всего лишь количество номерного фонда в Абхазии увеличилось на 46% по сравнению с тем, что было в 2021 году. Это тоже один из факторов, по которому в тех или иных объектах, допустим, загрузка не такая, которая привыкли. Это, конечно, естественно, 46% добавилось количество койко-мест. Это же тоже фактор, правильно? 524 миллиона было уплачено с объектами средств размещения налогов, 524 миллиона 541 тысяча в 2021 году. В 24-м? В 2024 1 миллиард 109 миллионов. Удвоено, да? Чуть больше. Мы говорили об увеличении туристического потока, мы хотели, чтобы он увеличился, но емкость рынка нам не позволяла чисто физически, да, если мы не можем больше загрузить туристов летом, чем у нас есть предложений номерного фонда, койко-мест, как у нас в законе написано, то мы не можем их больше сюда привлечь. Так как сейчас стали строиться новые объекты, появляться новые койко-места, то, естественно, емкость увеличивается. Но мы не заселяем людей зимой, совершенно абсолютно, у нас это отсутствует практически, только в больших объектах. Увеличивается тенденция, мы сделали анализ, с 2021 года каждый год увеличивается на 6-7% у нас количество туристов, мы это уже посчитали. Это нормальная моя ситуация, в Сочи, в Краснодарском крае на 9% увеличивается. Значит, у нас получается, что в любом случае мы не успеваем за приростом наших объектов, все верно сказано было, у нас объектов больше становится. Вот. Но здесь я хочу пояснить еще такой момент. Да, налоги, возможно, поступают с этих объектов правильно, все налоги приходят не с 300 рублей, а с общей суммы, которую вот они все равно в любом случае в договоре прописывают. Но давайте поговорим еще и о том, что у нас приток новых туристов нет. Я просто говорю, что количество койко-мест увеличивается в любом случае, конкурентность растет. Не каждый может быть конкурентоспособным. У нас есть люди, которые... Вот у нас был букинг, например. Все продавались в букинге. И когда мы продаемся в букинге, мы спокойные были, у нас загрузится и так, и так. Это удобная система была комфортная. Букинг ушел, уже все провалились. Это было в 2023 году. Начали искать новые пути продажи, да, инструменты продаж. Но у нас же еще и необучаемый малый и средний бизнес. То есть они не хотят учиться, не хотят, может быть, кто-то и хочет, конечно, развиваться тоже нужно, да, там как-то искать новые инструменты продаж, быть более конкурентоспособными. Понятно, там демпингнули по ценам, это одно. Другое дело, когда конкурентоспособность. Новый отель, комфортный отель, питание есть. А что есть у тебя в твоем отеле? Другое дело, когда отель добротный, хороший, но не получает туристы. Это тоже проблема рекламы, маркетинга и развития и самой республики, и самих объектов. Вот. Но хочется сказать, что вернусь, поступили деньги с этого объекта, а другие объекты пустые, а с них не поступает ничего. Мне кажется, что было бы гораздо эффективнее, если бы мы подводили итоги и проводили анализ уже по реализации, по завершению туристического сезона. Да, тогда бы у нас были бы четкие, какие-то более осязаемые данные. Да. Сегодня вот единственное, только министр назвал хоть какую-то статистику, мы не оперируем какими-то цифрами, мы не оперируем какими-то вот конкретными статистическими данными. Пошла какая-то вот такая вот волна о том, что происходит демпинг, что создаются монополии, и наш туристический рынок, он терпит убытки и как бы разваливается. С другой стороны, конечно, в части регулирования
тот закон, который у нас сегодня есть в сфере туристской деятельности, возможно, он несовершенен, он должен отвечать текущим реалиям. И это не священное писание, которое не может претерпевать какие-то изменения. Мы, само собой, должны четко анализировать все, что происходит на рынке у нас, и подстраивать законодательную базу под это. Да? В частности, нужно проанализировать, есть ли смысл, на мой взгляд, да, устанавливать минимальный порог регулирования цен, ниже которого как бы туристский продукт продаваться не должен. И опять-таки это не должно быть принудительно, может быть, в высокий сезон, но на низкий сезон, там, где загруженности практически не было вот до недавних лет никогда, да, там, ну, не знаю, вот возьмем ту же Гудауту по городу, да, ну, когда там турист был в апреле. Если только кому-то гость приехал там или гости приехали, сегодня этот турист туда приезжает. Пускай он приезжает за 300 рублей, во-первых, идет эффект тоже популяризации отдыха в Абхазии, на мой взгляд, я могу ошибаться. Вот сейчас вот туристический сезон, он покажет, как это работает. И мне опять-таки представляется, что каждый ательер, каждый, кто предоставляет услугу размещения, он получит своего туриста. В любом случае, потому что турист же тоже разный. Плюс нужно учитывать еще и мировой фактор, да, все, что происходит в экономике, в том числе и в Российской Федерации, вопросы, там, я не знаю, геополитических процессов учитывать. Ну, турист сегодня, который собирался бы поехать отдохнуть, смотрит на то, что происходит в экономике, там, в политике, в том числе международной, как бы он думает, лучше в этом году не поеду, какие-то средства там, допустим, сохраню, чтобы была подушка безопасности и так далее. То есть, ну, как бы тут должен быть комплексный анализ. После классификации необходимых этих отелей нужно действительно внедрять звездность, да, это крайне необходимо. Крупные ательеры, вот большое пожелание, да, крупные ательеры, они должны, на мой взгляд, да, мы должны основной части нашего населения, у которых там в домах размещают отдыхающие, какие-то домики, какие-то деревянные построили, да, вот это сегмент рынка, вот у них не отбирать. Да, особенно в такой, мы прекрасно понимаем, в апреле, там, в марте или в январе у этих людей там даже, да, у них возможности размещать этих туристов у них нету, но в более-менее в нормальный сезон курортный, да, мне кажется, что такие крупные ательеры, вот, и как вы, как у нас многие объекты размещения уже не по классу чуть поднимаются, да, они не должны подчищать вот тот сегмент рынка, который был направлен на мелкие объекты размещения, на частные дома, на какие-то домики, 2-3 домика у людей там в огороде или в саду, где-то они расположены. Просто все пылесосить вот этого, да, туриста и всех подбирать подчистую и загонять их в крупные отели. Вот я бы рекомендовал бы и просил бы, да, вот от этой практики, да, вот воздержаться. Владельцы этих отелей, собственники, они имеют достаточно средств для того, чтобы провести необходимые ремонтные работы, соответствовать там, техническим, санитарным нормам. Еще можно вернуться в будущем, мы еще пригласим министра здравоохранения, насколько соблюдаются санитарные, там, технические, там, пожарные нормы, как они работают. Да? Мы к этой истории вернемся. Но эти отели, Михаил Рушбевич, на мой взгляд, да, вы должны их приводить в такой порядок, чтобы они по классности были бы, да, повыше, и не отбирать у наших мелких ательеров тот сегмент рынка, на котором они живут, каким-то образом существуют, чтобы там 2-3 месяца поработали, чтобы они должны выжить остальной год для того, чтобы прокормить свои семьи. Мы должны думать о наших с вами согражданах, которые вот в этом сегменте рынка, они начали разоряться, и очень серьезное возмущение участниками вот подобного рынка. Да? Это наши с вами избиратели, они очень сильно возмущаются. Мы должны им, значит, определить ту нишу,
в которую вы, да, и крупные другие ательеры, они не будут у них отнимать вот такого туриста. Безусловно, мы влияем на рынок, безусловно, но мы не играем самую решающую роль. Это раз. Второе. Безусловно, мы на самом деле на одной стороне баррикады. Там здесь нет какого-то невзаимопонимания и так далее. Здесь абсолютно правильно звучало о том, что надо закрепить законодательной базой, давайте закреплять законодательной базой. Надо заключать договора, пожалуйста, мы будем главными участниками этих договоров. Мы можем сделать соглашение между всеми участниками и жестко соблюдать. Кто нарушает, тот будет оштрафован. Есть определенные механизмы, которым можно будет просто сесть спокойно, все это расписать и выполнять. Я не могу сказать, что сильно на это не будем влиять. Да, уважаемым министром было четко сказано, вот, мне понравилось, что четко цифрами все изложено, было сказано о том, что все наши договора, они прозрачны. Из этого мы не делаем никаких секретов. Вы хотите, мы можем положить на стол. Пожалуйста, скажите министру, скажите кому-то еще. Мы обсудим, пожалуйста, все договора наши прозрачные. Суммы там все прописанные. Нам выгодно, скажу честно, нам выгодно продавать с июня по сентябрь. Все остальное время нам не выгодно вообще. Вот уверяю вас, нам не, потому что все поступления денег, они идут все на Абхазию. Это в договоре жестко это прописано. Ни одной копейки ни в сторону, ни в какую-то другую сторону, либо какую-то офшору не идет абсолютно. Это легко все проверяется. В договорах прописаны суммы, и эти суммы поступают непосредственно в республику. Далее. И эти деньги расходуются все до копейки в республике. На сегодняшний день сделано максимальное возможное для того, чтобы это была наша инициатива, то 80-85% все, что закупается именно внутри страны. Внутри страны. То есть, помимо того, что вот эти отели работают, помимо них еще масса людей, масса организаций, которые обеспечивают все структуры там, косметикой, бытовой химией, бельем, не знаю, там, продуктами и так далее, водой. Вот я слушаю, мне все понятно, четко, все, что вы говорите, чаяние и так далее. У нас нет задачи, упаси Боже, там кому-то мешать. Наоборот, вся наша деятельность, это должно быть дополняющей и плюсом приносящий доход. Если это не так, мы же не закрытые. В любой момент вы можете, пожалуйста, позвать нас, мы приедем, сядем, конечно же, мы согласимся теми условиями, которые республика выставит. Разве может быть вообще другое какое-то решение? И быть не может по априори. Согласен абсолютно. Должны быть, мелкий бизнес должен работать, безусловно. И никоим образом наша деятельность не должна этому мешать. Я абсолютно здесь 300% согласен с этим. С другой стороны, заключен с агентами договора. Мы сами напрямую не торгуем. Мы заключили. У нас в среднем выходит за летний период от 7 до 8 тысяч за номер. Выходит в среднем. Но они добавляют весенние, осенние и так далее, и так далее. Они по-своему это все как-то интерпретируют. Но сумма от этого не меняется. Сумма по договору, это поступаете, с него идут налоговые отчисления и, соответственно, содержание всего персонала идет от этого. Я вот сейчас думаю, а правильно ли мы делаем? Мы сейчас вообще вели политику того, чтобы переходить на час отелей на круглогодичную работу. Но мы должны тогда четко понимать, что в январе мы не сдадим по цене июля. Мы же должны это четко понимать. Если мы принимаем решение о том, что отели должны быть закрыты в этот период, конечно же, мы закроем. А что, я буду противоречить этому? Никоим образом. Либо мы принимаем решение, ставим минимальную ставку, минимум продаж такой-то, допустим, цены, ценовой модели. Зимой Да. это не влияет вообще на наши Да. цены. Пожалуйста, Ну, тогда определяем, подписываем, и я не вижу особых каких-то проблем и так далее. Мы консультировались, безусловно, мы обсуждали, но, может быть, мы не проговорили о том, что
должна быть так называемая минимальная цена. К сожалению, этого пункта не было, во всяком случае до этого. Сейчас мы обсуждаем эту тему. Сейчас мы поднимаем, безусловно, безусловно. Да, мы остро поднимаем этот вопрос, и мы это обсуждаем, безусловно. И мы будем ставить жестко условия, что ниже вот этой цены не должно быть ни при каких обстоятельствах. В принципе, они уже приподняли. У меня есть информация, что уже нет таких цен. У них есть, ну, наверное, лучшие туроператоры сами лучше меня скажут, наверное, да. У них есть такое понятие, как горящие туры. Там, к сожалению, я не специалист в этой области. И так далее, и так далее. У них своя кухня. Да, вот, другое дело, в договорах мы можем это прописать. Сильно изменить вряд ли нам удастся в этом году, но мы можем дополнение к договору сделать. Дополнение. Это допускается. Мы можем запросить, сказать, что дополнение к договору давайте обсуждать. Сделают они там 2000 минимальное, это я свое мнение говорю еще раз. А у меня будет с Бесланом Викторовичем 2 гостиницы, которые имеют по 100 номеров, а мы будем делать по 50 рублей, ничего же не поменяется. Тогда надо всем вместе, это как вот он сказал, соглашение какое-то сделать, договорное письмо и все. У нас формируется продукт вообще в туре. Нет такого понятия, что продать просто номер. На номер попадают по региону, в который находятся люди поближе. Если говорить о туристах или о местном населении нашем. Что они заходят на наш сайт и выделяют только номер, имеют право это выбрать. А у нас все наши полеты, которые туристы прилетают с Москвы и в других регионах, они покупают в туре. Туда входит самолет обязательно, туда входит трансфер, страховка и вот сам отель. То есть для самого гостя не понять, какая цена. А вот когда пошла такая огласка, могу вам сказать, что в данный... Скажите, что вы на самолет в мае или в апреле у человека за стоимость билета на самолет берете столько, что можете представить номер за 30 рублей? Я скажу, отвечу. 200 тысяч? Отвечу, что обязательства самолета также берутся как отель. Они берутся ранние до сезона. Чартеры выкупаются. И оператор выбирает риски свои, что терять, простой самолета или же отправить его туриста уже сюда, потому что дополнительные услуги турист уже пользуется у нас. Мы продаем ему также экскурсию, та же принимающая компания, она зарабатывает здесь, то есть это мы. И я что хотел бы вам сказать, что были примеры в данных объектах, которых вы назвали, где цены по 350 рублей и того дешевле говорили, были примеры наглядные, потому что у нас в системе продает робот. Продали, там находились туристы, которые купили путевку за 80 тысяч рублей, и находились люди, которые купили просто голый номер, находясь в нашем регионе, купили за 2000 рублей. С 1 июня статистика, которая у нас идет у оператора, цены, которые поднялись, они сегодня уже стоят 3500, а с 1 июня была цена 2800. Это, я говорю, цены на самую низкую категорию, это эконом. То есть в апреле и в мае, что была тенденция цен, сейчас ее нету, как мы считаем, что это высокий сезон в июне, да, и для города Сухум на самом деле за время 8 лет на управление отелями я не наблюдал в мае, что был высокий сезон. Просто у нас был промежуток праздничных дней в России, к нам приезжали туристы, ну, на определенное время тоже, да. Вот что бы хотелось сказать, а почему работает так форма, вот, которой вы говорите, мы принимаем любые условия и работать правильно, в смысле не то, чтобы правильно, я оговорился, извините, мы работаем правильно, но во вред кому-то мы не поставили такую форму, я вам скажу. И почему я говорю, у нас все обращения, если проходят наших критерий, нет такого понятия от того, что у него там 5 домиков, мы его не взяли, ни одного такого нет. Но когда нам обращаются, я говорю, обязательная форма, собственность нужна самого объекта на человека. И нужно, чтобы было юрлицо или ИП, чтобы я перечислял. Ну, не могу сказать многие, но есть отказы только в этой форме. По другим характеристикам мы не отказываем, что нам это невыгодно или мы не хотим. Почему невыгодно, если продавать его без обязательств? Мы его продаем. Мы должны совместно, да, держать руку на пульсе. Мы должны, с одной стороны, создавать очень благоприятные условия для введения этого вида деятельности. Государство, исполнительная власть должна регулировать и осуществлять контроль лицензируемой деятельности на этом сегменте рынка. Туроператоры, ательеры должны знать, что мы все должны
работать на этом рынке. Рынок не должен лихорадить, учитывать мнение всех участников рынка. Постарайтесь в том числе, да, выработать совместные предложения, которые совместно там общественные организации, ательеры, значит, туроператоры, исполнительная власть. И можете нас привлечь, и чтобы мы совместно создавали бы условия для добросовестной конкуренции, значит, условия для того, чтобы наши граждане могли оказывать перечень там, услуг, чтобы комфортно было всем участникам рынка. Мы будем обращать очень пристальное внимание на то, что будет происходить на этом рынке. Большая просьба найти общий язык, и совместно мы готовы вырабатывать необходимые изменения в действующее законодательство.